В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Торжественная выписка 5 детей, рожденных в новом году, состоялась в перинатальном центре Республиканской больницы номер 1 Национальном центре медицины. Более 100 необычных экспонатов. В Якутске проходит выставка косплея. Автослесарь из Якутии стал блогером-миллионником в ТикТоке, рассказывая о жизни на севере. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентных объемах инвестиций в развитие железных дорог. Об этом глава правительства рассказал на встрече с председателем правления компании «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. В ходе разговора Мишустин отметил, что российская экономика вернулась к росту, который повлек за собой увеличение спроса на услуги транспортных компаний. Премьер-министр подчеркнул, что рассчитывает увидеть положительную динамику в отрасли и решение большого количества задач, которые стоят перед ней. Параллельно предстоит работа по повышению уровня комфорта, чтобы в дальней дороге люди чувствовали себя как дома. Необходимо сделать все для достижения национальных целей, которые поставил президент. Для дальнейшего развития РЖД мы одобрили в обсуждениях с вами, с отраслью, финансовый план на трехлетку. В нем заложили такой беспрецедентный объем инвестиций более 3 триллионов рублей. Рассчитываем здесь увидеть, конечно, и хорошую динамику в отрасли, и решение большого количества тех задач, которые стоят перед отраслью. Это и развитие восточного направления, формирование новой инфраструктуры в Арктике, обновление центрального транспортного узла. Параллельно предстоит работа по повышению уровня комфорта, чтобы в дальней дороге люди чувствовали себя как дома. Санитарное состояние территории строительного Гагаринского округа и микрорайона Марха осматривают сотрудники ЖКХ окружной администрации города Якутска совместно с МУП «Жилкомсервис» и с региональным оператором «Якутск Экосети». Перед рабочей группой стоит задача выявить течи инженерных сетей и осмотреть теплоизоляции. В новогодние выходные и в ежедневном порядке они проводят объезды округов и проверяют санитарные точки, в том числе и выгребных ям. Сегодня наша съемочная бригада стала свидетелями, как рабочая группа по адресу Пионерская, 25 перед домом обнаружила, что выгребная яма заполняется жидкими отходами и вследствие мороза образовалась наледь. Комиссией было принято решение очистить и поставить там так называемые шайбы. А по адресу Халтурина, 7 уже установлены такие шайбы. Тем самым они облегчают уборку территории. В последующем, как видите, шайба убирается, наледь это остается, сразу у нас приезжает поток, техника это погрузчик и самосвал. Все туда грузится, очищается прилегающая территория, с рабочими, с погрузчиком. По городу Якутска сколько шайб таких стоит сейчас? На сегодняшний день 150 шайб из 210 выгребных ям. Торжественная выписка 5 новорожденных детей состоялась в перинатальном центре Республиканской больницы номер 1 Национальном центре медицины. Семьи получили сертификаты на 100 тысяч рублей, приуроченные к столетию Якутской АССР и Году матери. Кроме того, им вручили подарочные наборы в рамках проекта «Книжная приданная» Национальной библиотеки республики совместно с Национальным центром медицины. В нашем центре сегодня выписалось 5 детей, 5 мам, 4 девочки и 1 мальчик. С 1 января у нас родилось, в общем, 9 детей. Это первый день Нового года. Вот эти дети считаются у нас, начали открывать в нашем центре, счет ввели. Косплей-выставка открылась в Якутске. На ней представлены костюмы и образы различных персонажей из популярных кинолент, мультфильмов, видеоигр и комиксов. В общей сложности вниманию посетителей предложено более 100 костюмов ручной работы. Отметим, что представлены победители и номинанты республиканских косплей-конкурсов. Выставка будет работать ежедневно до 30 января. Порядка 100 костюмов вышло, плюс-минус в итоге. И говорит, надо будет как-нибудь показать людям.
наши работы также, чтобы люди могли понять, посмотреть и пощупать, что это такое. У нас довольно-таки популярное косплей-сообщество в плане того, что у нас молодежь очень активная, очень интересуется подобными вещами. И к тому же у нас проводились гик-фесты, это фестивали гиковской культуры и косплея. Они тоже были очень популярны и в свое время. Почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке набрал автослесарь Василий Зяблицкий из поселка Устнера Аймиконского улуса. Мужчина рассказывает о своей работе, о жизни в Аймиконе и о том, как спасает водителей, застрявших посреди тайги. В соцсети Инстаграм у него также почти 200 тысяч подписчиков. Василий родом с Алтая, он ведет свой блог с февраля 2021 года. Как признается блогер, его подписчики – такие же рабочие обычные люди, как и он сам. В дни новогодних каникул линчане посещают библиотеки, музеи, а детей на Рождество всегда ждут познавательные и интересные спектакли от учеников воскресной школы. Анна Кожевникова с подробностями. В этом году ученики воскресной школы подарили зрителям постановку «Дары Артабана». Это история жертвенности, самоотверженности, подлинной любви к Богу и человеку. Никого из присутствующих не оставила равнодушным. Юные артисты смогли дотянуться до сердца каждого присутствующего. И неудивительно, ведь несмотря на малый возраст, они уже опытные актеры. Актерский состав у нас любительский. Есть актеры, которые на протяжении уже 4 лет стабильно участвуют в наших спектаклях, но есть актеры, которые вновь пришли. И я очень довольна своим актерским составом в театре. Очень довольна. Они все люди очень послушные, очень такие интеллигентные, эрудированные. В историко-краеведческом музее 4 и 5 января прошли мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, а также выставки семейных поделок своими руками, коллекция новогодних чудес, работ местных мастериц, сокровища маминой шкатулки и экспозиция советской открытки. Идея возникла показать посетителям, да, как выглядели смс-ки в прошлом. То есть сейчас, да, мы с легкостью берем телефоны, отправляем поздравления, да, пересылаем туда-сюда картинки, а раньше это был прям такой завораживающий процесс. Это нужно было сходить на почту, купить открытку, подписать ее, и потом адресат ждет ее с трепетом. Ну а те, кто больше склонен к интеллектуальному досугу, в библиотеке Ленского района праздничные дни ждали своих читателей, подготовив для них новые произведения и обзор книжных выставок. Красиво украшенные залы библиотек, новогодняя красавица-елка, яркие красочные новогодние выставки – все это создает праздничную атмосферу для наших читателей. Библиотекари библиотек подготовили праздничные мероприятия, викторины, конкурсы, познавательные программы. Интересные авторы, разнообразные жанры порадуют многих посетителей библиотек. Это всем полюбившаяся серия исторических романов «Сибириада», это книги лауреатов всевозможных премий. 4, 5, 6 января читатели могли обменять книги и стать участниками различных новогодних мероприятий в библиотеках. Вот такой культурный досуг организован в Ленске во время новогодних каникул. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А в Алдане в праздничные дни яркое великолепие сияет всюду – на улицах, во дворах и на фасадах домов. Настроение по-настоящему новогоднее. В таком ключе в городе финишировал традиционный праздничный конкурс. В этом году на суд жюри было представлено 13 причудливо украшенных территорий. Неповторимой и индивидуальной оказалась каждая идея. В разноцветии огней серебрятся снежинки, в искрах праздничного волшебства точно оживают сказочные герои. Неповторимые царства в Алдане раскинулись в канун самого волшебного праздника, когда становятся возможны любые чудеса. В декабре в городе стартовал традиционный конкурс «Новогоднее настроение», а территории и фасады зданий алданцы начали украшать еще в ноябре. Я хочу сказать, что вот прям с каждым годом оно более современное. Более интересно, то есть для каждого года оно свой интерес имеет. В 2021-м конкурс прошел в дистанционном формате. Участники представили созданное великолепие в видеороликах. Оригинальность, выразительность и творческий подход – таковы были критерии оценки. В конкурсе соперничали 13 участников. В ожидании Нового года волшебства хочется и детям, и взрослым. Чтобы чудесная сказка стала явью, алданцы с упоением погрузились в создание праздничной атмосферы.
Идеи были интересны, и они не повторяются каждый год. Это разное оформление и в дошкольных учреждениях, и в частном секторе, и на территориях предприятий города. Все было, конечно, по-разному. Интересными и неповторимыми жюри нашли все идеи. Безграничными оказались фантазия и креатив участников. Гирлянды и игрушки, которые в изобилии представлены на новогодних базарах, гармонично дополнило убранство, созданное своими руками. Так, воспитанники социально-реабилитационного центра для елочки все украшения сделали сами. Естественно, что детские сады, они не имеют таких возможностей, как наши большие организации и предприятия. Но заметно, что в дошкольных учреждениях активное участие принимают, естественно, родители. Определиться с симпатиями жюри оказалось непросто. Победители были определены в каждой номинации. Денежными сертификатами были отмечены все участники. Конкурс финишировал. Радостное настроение и вера в чудо остались. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Новосибирске уже несколько лет работает специализированный приют для крупных кошек «Дом тигра». Представители наступившего года по восточному календарю тигры находят там убежище, лечение и присмотр и проживают среди себе подобных. Дмитрий Ким и его жена, ветеринарный врач Яна Олейник, спасли первого тигра 6 лет назад. После этого они решили создать приют. Сейчас там находятся как взрослые особи, так и тигрята нескольких месяцев от роду. Приют располагается в 2 трейлерах и прицепе в промзоне на окраине Новосибирска. Каналы на YouTube и TikTok помогают новосибирцам заработать на еду тиграм. Сборная России по футболу. Играет приблизительно так же. Он нашел нас сам, то есть к нам пришли в цирк, просили, у вас есть ветеринарный врач, это был передвижной зоопарк, там сидели два вот этих вот полудохлых тигренка, абсолютно лысых, абсолютно уже таких собирающихся в тигриный рай. И вот мы его выкупили, да, как бы. То есть к нам пришли, не мы пришли, не мы его искали. То есть Хонду нам предложили из контактного зоопарка, то есть, потому что она оказалась неконтактной. На данный момент мы, наверное, единственные, у кого узкая специализация, да, как бы. Приюты есть, которые содержат этих животных, но нельзя на все разорваться. Я всегда за узкую специализацию, честно, я вот всегда за узкую специализацию. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.